Мы живем в империи, которая веками подавляет голоса народов. Россия привыкла видеть свои регионы как колонии. Мы для нее источники ресурсов, территории для эксплуатации, но не равноправные партнеры с собственным голосом и правом быть услышанными. Республика Саха – яркий пример. Нас заставляют быть частью единого, русского, народа. Нам навязывают чужой язык, чужую культуру, чужие ценности. Хочу сказать, что Москва боится вообще любого проявления национального самосознания. Это видно по их желанию, вот по их песням, да, которые они выпускают. Я дагестанец, я там ингуш, они поют, да, я бурят, я калмык, я русский. Вот, один в один, да, то, что повторяются слова Владимира Путина. Это же его знаменитая речь была, да, призывающая всех объединиться под этим этнонимом «русский». Но внутри нас сопротивление. Оно выражается в песнях, в фильмах и в искусстве. Сегодня мы поговорим о культурном протесте в республике. Это не политический лозунг, не крик на площади. Это громкий и упорный бунт духа, выраженный в искусстве. В музыке и в кино народа Саха есть то, что невозможно ни запретить, ни сломать. Когда в начале 2000-х прозвучала песня «Джиды Мин Сахабын», это стало манифестом «Я Саха». Не я русский, а я Саха, со своим языком и культурой. Простой текст и мощный ритм сделали песню настоящим гимном нашего народа. Зазвучало буквально отовсюду, и каждый чувствовал «мы есть, нас не сломать». До этой песни «Джиды», да, не было ни одной песни, которая бы так открыто заявляла о том, что нам, Саха, нужно объединиться, и о том, что нам, Саха, нужно работать на то, чтобы Республика Саха процветала. И да, не было ни одной песни, в которой бы говорилось, что очень печалит неизвестное будущее. Людей печалит неизвестное будущее. Вот, видимо, это вот она сильно откликнулась. Именно поэтому, что у многих людей такие же мысли. Что будет с нами завтра? Что будет с нами завтра? Нам нужно объединяться для того, чтобы не исчезнуть совсем, да, с лица этой земли, нашей нации. Сейчас такая же история с песней «Арсаха» в исполнении Киджа. Это песня смесь рэпа и регги на родном языке. Песня, выпущенная в начале войны с Украиной, стала буквально пощечиной колониальной политики России. Именно поэтому власть надавила на молодого артиста и дала абсолютно другой смысл этой песни. Эта песня написана другим автором, но он ее исполнил. И вот когда он ее исполнил, это было в самом начале полномасштабного вторжения, и она как раз-таки была посвящена тому, чтобы мы, Саха, не шли на войну. Об этом была песня. Сам Киджа тогда, когда он разговаривал с антивоенными активистами, он подтверждал. Он это подтверждал. Но потом, как мы увидели, да, к сожалению, они его перекупили, и он с этой песней поехал на войну. Но, пожалуй, еще громче, чем музыка, говорит кино. Сегодня якутский кинематограф называют «Сахавуд». И это не случайно. Третье место в России по количеству выпускаемых фильмов, после Москвы и Петербурга. Для региона, где зима длится большую часть года, а дороги уходят в вечную мерзлоту, это невероятный результат. И главное, эти фильмы не просто снимают, их смотрят. Залы в Якутии буквально забиты зрителями, а на фестивалях в Европе и Азии им аплодируют стоя. Фильмов очень много снимается на якутском языке, и помимо фильмов есть и мультипликационные фильмы, да, тоже очень популярны в последнее время, и озвучка зарубежных мультфильмов на якутский язык, и даже снимают сериалы. Сериалы снимают очень давно, и они очень популярны в якутской среде, среди жителей Республики Саха, что не может не радовать. Фильм «Пугало» получил главный приз «Кинотавра». Лента «Нучча» попала в оскаровский лонглист. Их не крутят в российском прокате, потому что они показывают не глянцевую Москву, а настоящую жизнь народа. И этим они опасны для империи. Особенно показателен случай с фильмом «Айта». Он стал настоящим символом противостояния и собрал рекордные 26 миллионов в прокате.
но у него отобрали прокатное удостоверение. Официальная причина звучала как обвинение – деструктивная информация, нарушающая единство народов России. Потому что они увидели там как раз-таки разжигание межнациональной розни. На самом деле там показаны отношения между русскими и между Саха. Вот. Но и тем не менее, он же в конце был таким примиряющим довольно, да? Вот. Ну а Роскомнадзор, они все равно его приняли как произведение, которое разжигает межнациональную рознь. Они в любом национальном, наверное, продукте могут это узреть, могут это увидеть. Интересно, получается, фильм запретили, но от этого он не исчез. Его стали обсуждать, о нем узнали за пределами страны. И в этом проявилась главная сила искусства. Оно становится заметнее, когда его пытаются запретить. Все эти запреты якутского кино, подмены смыслов наших песен лишь показывают, что российская власть боится национального искусства. И не зря боится. Потому что искусство нельзя контролировать. Потому что оно пробуждает в человеке гордость и желание быть собой. Особенно если речь идет о коренных народах. Сегодня мы видим, как наш народ шаг за шагом утверждает себя в мире. Фестивали и международные премии доказывают, наша культура уже вышла далеко за пределы региона. И пока колониальная империя пытается всячески нас подавить, мы становимся только громче и заметнее. Мы – Саха. Мы не часть Великой России. Мы – отдельный народ со своей землей, историей, языком. И никакие запреты, никакая цензура не смогут нас лишить достоинства, лишить права быть собой.